Записано как свидетельство о рождении Ахриева, арабской графикой 1904 года. Это мулла села выдал такую вещь. С принятием ислама, как рассказывает Адам Аль-Сагов, в наши земли проникли арабский язык и письмо. В тот период также были попытки записывать арабским письмом ингушскую речь, а затем и кириллицей. А в 1923 году вышел первый выпуск газеты «Сердало» на ингушском языке. Алфавит был составлен на основе латиницы Заурбеком Аль-Сагова. Латинские буквы, максимально он пытался под звуковой ряд ингушского языка подвести. В процессе этой работы Заурбек привлекал очень много людей. Вот Тимбот Дардаганович Беков и многие знатоки языка, они вот эту фонетику, звуковой ряд ингушского языка очень внятно проговаривали. И эти звуки пытались обозначить графическими какими-то буквами. Проследить все вехи появления и распространения ингушской письменности – основная цель выставки. Ее организатор – библиотека Ингушского госуниверситета. А поиском материалов занимается историк Берснако Газиков. Любой человек может посмотреть, и это интересно. Интересно дух того времени, интересно, как выражали мысли. Вот, и это очень поучительно. Значимое место на стенде отведено авторам учебников, вышедших в свет после составления первого ингушского алфавита. Из-за эпид-обстановки гостей на открытии немного, но среди них родственники тех, кто стоял у истоков развития образования в регионе. Заре Саутиевой было всего 8 месяцев, когда не стало ее отца, Салтаби Саутиева. Он писал хрестоматии до 6-8 класса, методические пособия для учителей, ездил по селам, собирал наших парней, подростков, в педучилище их устраивал. До знакомства с этими материалами даже точную дату смерти отца Зара не знала, а его биографию помнит лишь по рассказам матери. Поэтому найденные в архиве одной из библиотек Петербурга документы об отце сродни для нее драгоценной реликвии. Благодарна я вообще этому человеку, дочь моя благодарна все. Ну как же о таком человеке забыть и не быть благодарным? Когда он копался в Ленинграде в архивах, в Москве в архивах, и случайно наткнулся на вот эти материалы. Берснако Газиков намерен продолжить поиски исторических материалов о наших земляках и дальше. Народ должен знать имена тех, кто сыграл значимую роль в развитии культурной и социальной жизни народа, уверен он. А ознакомиться с выставкой, расположенной в холле библиотеки, может и любой желающий. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.